Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. О мерах фиксации данных иностранных граждан, въезжающих в Абхазию для осуществления трудовой деятельности. О каждодневной работе почты Абхазии, пересылки бандеролей, писем и посылок. Представители АГУ приняли участие в литературных встречах в Кабардино-Балкарии. Миграционная служба усилила меры по фиксации данных обо всех иностранных гражданах, въезжающих в Абхазию для осуществления трудовой деятельности. О каких именно мерах идет речь, узнавала Гугуца Вардания. Обязательная процедура снятия отпечатков пальцев и более усиленный контроль ожидают мигрантов, въезжающих в Республику Абхазия для трудовой деятельности. Меры касаются граждан тех государств, которые не признали независимость Абхазии, отметили в Государственной миграционной службе. В прошлом миграционная служба не имела возможности фиксировать иностранных граждан, въезжающих в республику. Но на данный момент сотрудники находятся на государственной границе ПСО и фиксируют всех иностранных граждан, которые въезжают для осуществления трудовой деятельности. Иностранный гражданин, въезжающий в Абхазию, должен обязательно встать на миграционный учет, который осуществляется на границе. После мигранту необходимо обратиться в Государственную миграционную службу для получения документов. Сами иностранные граждане делятся на две категории. Это категория визовиков, то есть которые въезжают в Республику Абхазия по визе, и которые въезжают в Республику Абхазия без необходимости получения визы. В зависимости от этого каждый из них, обращается для получения трудовой визы тем, которым необходимо, а остальные прямо уже приступают к получению разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Сама процедура, она предусмотрена, все происходит непосредственно здесь в миграционной службе. И им надо будет собирать пакет документов, который включает в себя, как я ранее говорил, и получение визы, если требуется, потом постановка на временный учет по месту временного проживания. Дальше результаты медицинского свидетельствования, они предусматривают, что есть определенные заболевания, которые не позволяют, по которым миграционная служба не выдает им разрешительных документов и и их просят в определенный срок покинуть Республику Абхазия, так как это законодательством нашим не предусмотрено. Собрав весь пакет документов, иностранный гражданин должен сдать его в трудовой отдел и ждать получения разрешения на осуществление трудовой деятельности. Разрешение выдается на 1 год. Вся информация об иностранных гражданах передается в СГБ Абхазии. По данным миграционной службы, сегодня в стране около 7 тысяч мигрантов. Гугуца Вардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Рано утром 27 марта в селе Адзюбжа загорелся частный двухэтажный дом. К моменту приезда пожарных строение было полностью охвачено огнем. По предварительной версии, распространение пламени началось с мансарды дома, отмечается в сообщении МЧС. Несмотря на усилия огнеборцев, дом выгорел полностью. Пострадавших нет. На 88-м году ушел из жизни заслуженный учитель Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени Михаил Губаз. Педагог и наставник Михаил Давыдович проработал в сфере образования более 60 лет. Окончив в 1959 году школу с золотой медалью, поступил на филологический факультет Госинститута, который закончил с правом преподавания абхазского и русского языков и литературы. Его педагогическая деятельность началась в средней школе номер 10 имени Нестора Лакоба, где он преподавал историю и был пионер-вожатым. Через 3 года Михаил Давыдович уже заместителя директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе. Позже был назначен директором школы номер 16 имени Комарова, где успешно проработал 5 лет, а затем вернулся в 10-ю школу уже директором и проработал здесь до сентября 1980
1987 года, когда был назначен заместителем заведующего Сухумского городского отдела образования. После Отечественной войны народа Абхазии Михаил Губас был назначен начальником управления образования администрации Сухума, а с 2007 года главным специалистом, позже советником начальника управления. 3 майнинг-фермы обнаружены в поселке Бзыбь в селе Мук и городе Ачамчира. В общей сложности изъято 53 майнинг-аппарата. Территориальные подразделения Министерства внутренних дел продолжают работу по выявлению фактов незаконной добычи криптовалют. Территориальные подразделения Министерства внутренних дел продолжают работу по выявлению фактов незаконной добычи криптовалют. В поселке Бзыб Тагагарского района на приусадебном участке гражданина Бганба Спартака Расимовича изъято 28 майнинг-аппаратов. Мероприятие провели сотрудники УВД по Гагарскому району совместно с райотделом службы госбезопасности при участии Госстандарта Абхазии. Действующая майнинг-ферма, принадлежащая Шармата Стамуру Алхасовичу, обнаружена сотрудниками Чемчирского РОВД в селе МЭП. Аппараты по добыче криптовалюты в количестве 15 штук демонтированы и изъяты. В городе Чемчира в результате проведенных профмероприятий 10 аппаратов, установленных в частном домовладении, изъято у Квипискири Эльдара Имзаровича. Все оборудование помещено на склад Госстандарта Абхазии. В ходе реализации оперативной информации 26 марта сотрудники ГТК Абхазии совместно с сотрудниками ОВД по Галскому району в подвале частного дома обнаружили 6 аппаратов для добычи криптовалюты, помещенных в специальные отсеки. Аппараты изъяты, материалы дела направлены в отдел дознания таможенных расследований ГТК Абхазии. Сотрудниками Гудаутского РОВД оперативно раскрыто преступление имущественного характера. Подробности в оперативной съемке МВД. Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками Гудаутского РОВД. Оперативно отреагировав на заявление, поступившее в райотдел милиции по факту кражи строительных инструментов из частного домовладения по улице 23 июля в городе Гудаута, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали жителя села Лыхны Лакирбая Стамура Ахровича, 1989 года рождения. При осмотре автомобиля, на котором следовал гражданин Лакирбая, были обнаружены изъяты похищенные электроинструменты. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса, проводит следственная группа Гудаутского РОВД. Астамур Лакирбая санкционирован к содержанию под стражей. Фильм «Последняя цена» абхазского режиссера Наура Гармеля, представленный на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, стал абсолютным триумфатором конкурса «Российские дебюты», который судило жюри под председательством режиссера Александра Велединского. В работе Гармеля рассказывается о русской семье, живущей в полуразрушенном войной абхазском городке и выращивающей на продажу фундук. Они мечтают разбогатеть на этом бизнесе, но этим планам не суждено сбыться. «Последняя цена» получила 4 награды. Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм. Приз зрительских симпатий, приз за операторскую работу имени Павла Лебешова и за лучшую работу с музыкой. Поэзия дает человеку крылья. В горах Кабардино-Балкарии в День поэзии звучали стихотворения на русском, кабардинском, балкарском и абхазском языках. Представитель Абхазского госуниверситета, старший преподаватель кафедры абхазской литературы, руководитель Центра абхазской культуры университета, главный редактор газеты «Апсны Ахран Кваб» и поэт, преподаватель кафедры абхазской литературы, член Союза писателей Абхазии Абзак Кулбая приняли участие в литературных встречах в Кабардино-Балкарии. Шазина Ханагуа расскажет подробнее. На высоте 2700 метров у подножия Эльбруса в окружении снежных вершин звучал один из самых богатых и красивых языков мира – абхазский. Здесь, на горе Чигет, Абзак Кулбай продекламировал стихотворения на абхазском и русском языках. Абзак давно уже пишет талантливые стихи, в которых лирическое самовыражение основано не только на личных переживаниях, но и на весьма субъективном, порой достаточно парадоксальном восприятии окружающего мира.
Сышхаква, Яхакви Тюнхарта, из Хаги Жуапст Хакуихис, Сышхаква, Сгухранер Харта, Сыштауи, Поэт и преподаватель кафедры абхазской литературы, член Союза писателей Абхазии Абзаг Кулбаев впервые принял участие в проекте «Чтение на чигете». Накануне встречи одно из его стихотворений было переведено на русский язык. Его прочла поэт, журналист и главный редактор детского журнала «Солнышко» Дарья Шумахова. Если идти по течению ленты, то получается, как ни крути, что доставляются эти ответы через людей незнакомых почти. Встречи, приуроченные к Всемирному дню поэзии, были организованы в рамках абхазо-адыгского литературного проекта «Рифмы на Рице» Зариной Кануковой и Любовью Сосналиевой, вдовой генерала Султана Сосналиева. Поэт, писатель, общественный деятель Зарина Канукова в прошлом году награждала Абзагу Кулбаев в Сухуме как победителя конкурса молодых абхазских поэтов. А на озере Рица тогда же среди участников фестиваля провели жеребьевку, которая определила, кто и куда поедет с творческими встречами. Нальчик, как место для чтения стихов и знакомства с читателями, достался Абзагу Кулбая. Зарина Канукова вместе с Любовью Сосналиевой уже 5 лет инициирует абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице». На следующий день участников ждали в Кабардино-Балкарском государственном университете. Гоша Бахуис, Гваци Тымцква, Хуцра Гухраквак со свой, а уях, Абзебарас Чумцква, а из Хуцра Свадов и Сапшауи. Записали имена адыгских поэтов и абхазских поэтов. Знаете для чего? Чтобы наше взаимодействие, наше сотрудничество развивалось дальше. На то, чтобы в Нальчике прошел творческий вечер, этот жребий выпал именно Абзагу Кулбаеву. Директор Центра адыгской культуры КБГУ Мадина Изаува пригласила на встречу студентов, подготовивших стихи патриарха абхазской литературы Дмитрия Гуля. Комментируя выступление ребят, Ахран Кваб подчеркнул, что подобного рода встреча является подтверждением того, как важно сохранение и развитие культуры братских народов. Выражаясь словами мастера художественного слова Фазиля Искандера, когда волны всемирной халтуры бушуют у наших корней. Гуля Дмитрий, являясь основоположником в начале 20 века, Абзаг Кулбая является одним из ярких представителей 5-го поколения тех всходов, которые Дмитрий Гуля начал. Слушатели отметили схожесть звучания кабардинского и абхазского языков. Студенты Северо-Кавказского государственного института искусств украсили встречу абхазскими наигрышами на аккордеоне. Литературные встречи продолжатся. В апреле абхазский поэт Дмитрий Габеля побывает в Майкопе, а осенью в Сухуме пройдет творческий вечер поэтессы из Адыгеи Сусаны Хачмизовой. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. Даже в медийную эпоху гаджетов и мессенджеров почта остается важным способом коммуникации между людьми. В нашей республике давно восстановлен полноценный почтовый обмен как с Российской Федерацией, так и со странами зарубежья. О каждодневной работе почты Абхазии, пересылки бандеролей, писем и посылок в репортаже Рады Чачава. В 21 веке, в эпоху медиа и социальных сетей, кажется, что никто больше не пишет письма. То, что в свое время было прорывом коммуникации, сейчас многим представляется сентиментальным пережитком далекого прошлого. Но факты упрямо доказывают обратное. Жители Абхазии все еще пишут письма и с нетерпением ждут ответную корреспонденцию, а приходят забирать ее на почту, которая ведет свою работу вот уже долгие десятилетия. Мы осуществляем доставку письменной корреспонденции из Российской Федерации и также в Российскую Федерацию. Обмен с Почтой России у нас происходит еженедельно. Также мы осуществляем доставку подписных изданий Российской Федерации подписчикам на территории Республики Абхазия.
На почте Абхазии работают 25 человек. Ольга Левшина посвятила бухгалтерскому делу сначала на Сухумском почтампе, а после непосредственно на республиканской почте 33 года жизни. Раньше, в советские годы, только в местном столичном отделении трудилось почти 400 человек, не говоря уже о районах республики. Сейчас же отделение почты Абхазии располагается лишь в столице. Почта Абхазии сегодня не располагает тем количеством работников, которые нам необходимы для доставки по всей республике. Районы у нас, к сожалению, остаются, районы республики у нас, к сожалению, остаются необработанными, так скажем. После ковидных времен объем выполняемых работ на почте значительно снизился. Часть функционала осталась недоступной для реализации. Из-за поддержки республиканское предприятие обратилось к государству. Конечно, коронавирусная инфекция и связанные с ней карантинные меры, закрытие границы очень сильно отрицательно повлияло на нашу работу. Благодарны правительству Абхазии, к которому мы вынуждены были обратиться после пандемии, вынуждены были обратиться с просьбой о поддержке, которая выражается в оплате труда наших работников. Сегодня жители республики могут отправить письмо как в Россию, так и в страны дальнего зарубежья. В 2017 году Почта России и Абхазсвязь подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому российское предприятие будет обеспечивать пересылку международных отправлений в Абхазию. А вот отправить посылки с солнечного побережья невозможно. Принимаются только небольшие бандероли и письма. Также может принять письменную корреспонденцию, а также посылки по адресу в Республике Абхазия. Но, к сожалению, доставить по адресу мы их не можем. Ну, а мы оповещаем о приходе посылки, о получении посылки получателя по телефону. Как рассказала Ольга Левшина, услуги почты востребованы среди населения. В летнюю пору гости республики часто отправляют открытки с завораживающими видами республики в Россию или за рубеж. Корреспонденция также высылается внутри страны, но доставлять ее по городам Абхазии не представляется возможным. Не хватает работников. Несмотря на то, что все сегодня обладают мобильными телефонами, гаджетами, могут отправить сообщения какие-то по мессенджерам и в электронном виде, все равно письмо, открытку никто не отменял, особенно в туристический сезон. Летом это пользуется особой популярностью. У нас есть открытки с видами Республики Абхазия, наших городов, наших достопримечательности, покупают, посылают их в Российскую Федерацию, за рубеж. Наши услуги востребованы по доставке каких-то специальных документов и так далее и тому подобное. Для расширения спектра оказываемых услуг необходимо всестороннее сотрудничество с Почтой России. Как отметила Ольга Левшина, это значительно увеличило бы количество отправлений как внутренних, так и международных. Необходимы дополнительные соглашения, дополнительная взаимосвязь с Почтой России, с нашим стратегическим партнером, с нашим соседом, чтобы расширить тот перечень услуг, которые мы можем оказывать. Чтобы отправить письмо или получить посылку, жителям Абхазии нужно обращаться в отделение Почты Республики в городе Сухум на проспекте Мира. В переговорном пункте оператор почты примет у вас отправление. Если кто-то ждет какое-то отправление или кто-то хочет, чтобы ему что-то прислали, можно указывать адрес Республика Абхазия, город Сухум, либо наш юридический адрес, улица Сахарова, дом 38, с указанием фамилии, имени, отчества. И мы просим указывать отправителя номер телефона, чтобы мы могли получателю сообщить о том, что ему пришло письмо или посылка. Потребность в международном и внутреннем сообщении появилась еще в глубокой древности. Истории знакомы самые разные способы передачи известий на расстояние. В эпоху информационных технологий и развитых средств связи надобность в почтовом сообщении должна была снизиться. Но помимо практических применений почты, в частности отправления документации, получение настоящего письма несравнимо ни с чем, а спрос на услуги почты все еще высок. Потому-то и необходимо ее развитие в ногу со временем. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.
И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 28 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью +1,6, днем 10-15 тепла. Температура морской воды +11. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.